В начале октября в городе Покровске прошло первенство Республики Саха-Якутия по боксу среди юношей и девочек 1999 и 2000 годов рождения на призы мастера международного класса Анатолия Филиппова. Участник Олимпийских игр 1992 года в Барселоне, почетный гражданин Усть-Майского района, заслуженный работник физической культуры и спорта республики, многократный чемпион международных турниров по боксу Анатолий Филиппов с восторгом следил за ходом боев на ринге. Я боксом начал заниматься уже после школы. В Актемцах, здесь, в Покровске. А кто тренировал вас? Олесов Владимир Егорович, тренер. Вообще, какие качества в человеке? Самое главное – опыт. Воспитывать. Чтобы идти, чтобы тренироваться только. Лишь бы тренировались. Вы сейчас сами тренируете? Сейчас я тренер, старший тренер Верхнеюрьского ЛУСа. Ребята идут? Ребята есть хорошие ребята. Вот на Дети Азии, как раз 2000-2001 года у нас ребята хорошие есть. Успехи свои имеют? Да, есть успехи. А что вы хотели бы сказать тем детям, которые болтаются по улицам, во дворах? Ну, я хочу к ним обратиться. Вот, приходите в спортзал, зал бокса. Вас там всегда примут. Да и среди судей этого турнира было немало именитых спортсменов, как Алексей Уваров, мастер спорта международного класса, первый чемпион России среди профессионалов, чемпион СССР, России и Азии, бронзовый призер мира по кикбоксингу, судья республиканской категории, тренер ДЮСШ-1 по боксу. А главным судьей соревнований выступал судья международной категории Семен Семенович Румянцев. Первенство Республики Саха-Якутия среди юношей 99-2000 годов рождения. Здесь собралось 150 участников из 19 команд республики. Но это уже проводится уже 10-й раз. Уже это турнир на призы мастера спорта международного класса Анатолия Филиппова. Ну, здесь очень много собралось хороших пацанов. И что отрадно, что это турнире уже приехали девушки, боксировать девушки, 19 девушек. Но они будут боксировать в 7 весовых категориях, остальные 13 весовых категориях юноши. Сейчас по командному количеству уже вот это же проводятся полуфинальные бои. Уже как бы 30 из них, этих боксеров, уже команды города Якутска, Верхневилюйска, команды Мегино-Кангаласского ЛУСа. Я не сторонник жестких видов единоборств, но иногда и меня радует чья-то победа на ринге, если бой был красивым и честным. Этот турнир можно назвать эталоном честности. Только один бой вызвал бурю негодования у слишком эмоционального тренера, к слову сказать, победившего боксера. Он посчитал, что бой был прекращен неправильно, хотя рефери пытался объяснить, что противник его спортсмена отказался в дальнейшем вести бой. Спорт есть спорт, побеждает сильнейший, а бокс тем более не для слабых. И все же я убеждена, что один только спорт не способен воспитать в человеке бойцовский характер. Жизнь, она сама по себе жестокий вид спорта. Вы смотрели репортаж Ларисы Бай.